сейчас создаем свод правил для ребенка, которые вы, будучи педагогом, составите и предложите им на разговорах о важном, будучи классным руководителем. На третий день всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия» его участники прошли завершающие испытания, провели внеурочные занятия, разговоры о важном со школьниками Уфы и студентами Акмолинского университета. Разговоры о важном в программу конкурса включены впервые. Для проведения внеурочных занятий участникам конкурса были предложены следующие темы: символы России, традиционные семейные ценности, День учителя, медиаграмотность, год педагога и наставника, единство народов, культурная и природная уникальность, а также многообразие и богатство России. Это бесценный опыт, когда не ты сидишь в своем болоте, как царевна-лягушка, а ты выходишь в свет, ты видишь прекрасные семейные династии, ты видишь не только их традиции, но и опыт, и практику ты видишь. Ты учишься. А учитель без учебы – это не учитель. Обязательно надо саморазвиваться. Разговоры о важном сопровождались методическими, дидактическими и видеоматериалами. Такая форма урока заинтересовала учащихся и студентов. Они активно задавали вопросы, выражали свою точку зрения, поддерживали тему разговора и учителя. В первую очередь это дает такую очень хорошую, как сказать, работу над ошибками, когда ты вот прошел этот конкурс и смотришь и думаешь, не то, что я доказал что-то своим вот родственникам живущим или которые были ранее в этой династии, а вот просто, что я не подвел, что вот я здесь, я храню о них память, и я хочу, чтобы моя династия продолжалась дальше. Моя дочь, она тоже, вот я представитель в 5-м поколении непрерывной педагогической династии, а моя дочь, она учитель математики уже в 6-м поколении, и, возможно, ей надо было приезжать и представлять династию, вот, но это будет уже совсем другая история. Экспертный состав конкурса высоко оценил выступления учительских семей. Во внимание принимали следующие критерии: создание воспитательного пространства, готовность к импровизации, педагогическая гибкость в общении с обучающимися. Восхищена, потрясена таким общением с такими интересными людьми, педагогами по своей профессии, по призванию, по образу жизни. Я думаю, любой человек, тем более педагог, должен обладать одним критерием – любить людей, любить детей, любить дело, которому ты служишь.